Крым и Украину невозможно разделить. Их связывает историческое прошлое. Война и политика, экономика и культура, религиозная свобода, одна и та же система отношений. Все это способствовало довольно тесным крымско-казацким связям. Однако нельзя забывать и о самом главном – об этнопсихологической близости жителей Сечи и Крымского ханства, обладавших одинаковой ментальностью воина. Крымское ханство и Запорожская сечь жили по своему неписанному кодексу чести, по своим законам и морали, в которых было гораздо больше точек соприкосновения и сходства, чем принято считать. Первые лица страны Гераев активно поддерживали дружественные отношения с лидерами украинского народа, гетьманами Реестровыми и Сечевыми, левобережной и правобережной Украины. Заключали с ними союзы, совершали совместные военные походы, вели дипломатическую переписку и поощряли торгово-рыночные отношения между простыми жителями ханства и Украины, что, конечно же, не могло не сопровождаться культурным обменом. Между крымскими татарами и украинцами была неразрывная связь. С годами она становилась только крепче, и у них уже была своя история взаимоотношений. Имена Михаила и Петро Дорошенко, Калетника Андреевича, Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Михаила Ханенко, Степана Упара, Петра Суховея, а также ряда гетьманов ханской Украины будут неразрывно связаны с военной историей государства крымских татар. С какого точно времени и как складывались отношения между украинцами и крымскими татарами, сегодня уже сказать сложно. Однако с первых лет образования независимого государства Крымского ханства контакты были постоянными. Изначально эти отношения не были теплыми, однако это не мешало им развивать экономические и культурные связи, а чуть позже при надобности объединяться и давать отпор внешнему недругу. Первый, упомянутый в источниках контакт, относится к 20-м годам XVI столетия. Июль 1521 год. Войско крымского хана Мухаммеда Герая беспрепятственно дошло до города Коломны. Русская рать, испуганная стремительным приближением крымцев, поспешно отступила, так и не дав решающего боя. Дорога на Москву была открыта. Однако Мухаммед не торопился отдавать приказ двигаться далее. Он все еще надеялся, что его вассал, московский князь Василий III, пришлет к нему людей с повинной и объяснится, как он посмел вмешиваться в дела сугубо ханской семьи, плести за спиной своего сюзерена интриги, пытаться вести свою политику в вопросе престола наследия в Казани и самовольно принимать политические решения. Но торопился совершить поход на Москву другой человек – казацкий староста Евстафий Дашкевич. У него были давние личные счеты с московским князем. Евстафий Дашкевич происходил из украинской аристократии. Он находился в родстве с князьями Глинскими, Вишневецкими и Острожскими. Это был хорошо образованный шляхтич. Свою военную карьеру он начал в 1500 году во время Литовско-Московской войны. Будучи воеводой, он отличился в битве при реке Ведрош, за что был обласкан вниманием великого князя Литовского и короля польского Александра Ягеллона. Но при литовском дворе он находился недолго. Его присутствие требовалось в родовых землях, в Полесье, вблизи условной границы с Московией. Именно это соседство и стало причиной личного конфликта Дашкевича с московским князем. Одновременно это стало и причиной будущего союза казаков с крымскими татарами. Игнорируя условия перемирия, приостановившего очередную литовско-московскую войну в 1504 году, русские воеводы с завидным постоянством вторгаются в родовые земли Дашкевичей. Все это происходит с молчаливого согласия Московии, заинтересованной в расширении своих владений за счет украинских территорий. С небольшим гарнизоном казацкий староста оказывает сопротивление московитянам, но при очередном вторжении шляхтич попадает в плен к русским. Предлагаю тебе присягнуть московскому царству и служить нам верой и правдой. А якщо я відмовлюсь? Тебя ждет смерть.
Присягаю. Дашкевич находится на московской службе 4 года. Однако все это время его не покидала мысль бежать. Случай представился во время очередной войны между Московией и Великим княжеством Литовским. Именно тогда он, ссылаясь на свой военный опыт, вызвался возглавить войско и выступить против литовцев. Но его целью была не победа московитян, а поражение, к чему он благополучно и привел русское войско, перед предстоящим сражением перейдя на сторону короля Сигизмунда. Таким образом, он не только освободился от навязанного московского подданства, но и реабилитировал себя в глазах нового польского короля Сигизмунда I. Будущий казацкий лидер обосновался в Люблине. После своего смелого поступка он становится героем, любимцем придворной знати. Но цель его – получить не только особое расположение короля Сигизмунда, а добиться преференций. Дашкевич не стал церемониться и намекать о своих желаниях королю. Он прямо просит Сигизмунда доверить ему южные рубежи королевства и сделать его черкасским и каневским старостой. Исследователи истории украинского казачества называют Евстафия Дашкевича первым гетманом запорожцев. Став каневским и черкасским старостой, он формирует из вольных украинцев войско. На острове Хортица создает базы, получившие название Сечь. Итак, Дашкевич фактически готовит свое войско. Он не забыл, как с ним обошелся московский князь, и втайне мечтает отомстить московитам за нанесенное ему оскорбление. Пане, кримський хан готує великий похід проти московитів та поведе військо сам. Це гарна новина, синку. Помститися Московії. Залишилось тільки переконати кримського хана. Дозволити і нам приєднатися кримцям. Як 6 років тому. Согласно польскому историку Владславу Пацеха, Дашкевич действительно еще весной 1515 года объединялся с принцами из рода Гераев. Совместно они совершили поход с целью возвратить захваченные еще в начале века русскими украинские города в прежние границы. Но сейчас сам крымский хан намеревался вести большую военную кампанию против своего непокорного вассала, московского князя Василия III. Позволит ли крымский хан простому старости Дашкевичу присоединиться к 100-тысячной ханской коннице, именуемой Сефери, неизвестно. Простого желания старосты было мало.